мы должны самым лучшим образом подготовиться к этим выборам. Потому как Россия Путина – это совершенно другая Россия. Это Россия, с помощью которой наше государство становится на ноги. Это государство, которое понимает нас и во всем поддерживает. С учетом качества собравшейся здесь аудитории, ученые, дипломаты, приятно вас послушать. Но есть, конечно, вопросы острые, которые мы должны решить. Я не дипломат, поэтому парочку этих вопросов я сейчас здесь подниму. Мы эти выборы, конечно же, проведем в обязательном порядке. Особенность Абхазии состоит в том, что если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, такого количества избирательных участков нет нигде. Ну, особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех республик бывшего Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если соотношение взять количество граждан России, проживающих в Абхазии, мы или первые, или вторые. Это тоже особенность. И об этом надо говорить, потому что не все понимают, не все граждане понимают, что такое быть гражданином России. Это такие же обязательства, такие же права, такая же ответственность, как быть гражданином Абхазии. Поэтому все, что здесь сегодня вы озвучивали, поддерживается. Ваше настроение мне нравится, очень рад вас видеть. И мы подойдем к этому дню как к большому празднику, как к празднику, который и на ближайшие 7 лет определит перспективы нашего развития. В данном случае я имею в виду развитие нашего абхазского государства и взаимодействие с Российской Федерацией. Ну, здесь часто мы упоминали такой термин, как безопасность. Конечно, безопасность – это основа развития любого государства. После того, как Россия признала нашу независимость с 2008 года, уровень безопасности существенным образом возрос. Я хотел бы вам провести цифры такие. С 1993 года по 2008 год, вот официальный документ Министерства обороны, на границе с Грузией уже после войны погибло 407 человек. Гражданских, военных, обычных жителей и так далее. Из них 42% это этнические русские. Это говорит об особом характере наших взаимоотношений. Я бы хотел освежить в памяти события 2008 года. Около 120 тысяч квадратных километров, 8600 у нас территория Абхазии, из них около 12% в период с 1993 по 2008 год было оккупировано вооруженными силами Грузии. И обеспечить суверенитет на всей территории Абхазии нам удалось только в 2008 году, и вы, наверное, знаете о тех факторах, которые позволили это сделать. Это и боевое братство, это и совместные военные операции. И в этом ключе в 2008 году, конечно же, решающую роль в этом сыграли вооруженные силы России. И вы об этом знаете, я еще раз хотел бы это подчеркнуть. А на фоне нашей совместной истории, а историю делают люди, история может быть симпатичная, она может быть не симпатичная, все зависит от того, кто ее вершит. Что я хочу сказать? Путинская Россия – это та Россия, которая нам не дала повода в чем-то усомниться в ее искренних намерениях по отношению к Абхазии. Конечно, у нас есть определенные страхи у нашего общества, есть определенные фобии. Они не имеют ничего общего с российским государством, но проецируются порой на них. Это вот там нас мало и так далее и тому подобное. В результате вот такого рода фобии мы упустили серьезную возможность по укреплению безопасности. Я имею в виду возможность, которая была упущена в связи с тем, что мы не построили совместную военную базу в Очимчирском районе. И, кстати, вы знаете, это же так просто прошло.
может быть, в 2 местах по 15 минут обсудили и ушли дальше. Мир не может быть обеспечен на вечные времена. Обеспечение безопасности и мира требует ежедневной работы и наращивания потенциала соответствующего, потому что враг не дремлет. Меня тут рисуют как такого комиссара госбезопасности, который хочет всем отрезать головы. Абсолютно не так. Хотелось бы просто некоторые головы отрезвить, а не отрезать. Поэтому, дорогие друзья, кто твой друг, скажи, я скажу, кто ты. Вот последняя дискуссия, которая у нас здесь имеет место быть. Вот документ. Инал Батович, вы будьте добры, раздайте, что это за компания USAID, кем она финансируется, почему она запрещена в России. Послушайте, дорогие друзья, а мы в договоре прописали, что мы строим общую территорию обороны и безопасности с Российской Федерацией. Если эта организация в 2012 году, с 2012 года, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники и стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной организации России здесь, на территории Абхазии? Вот так надо, Инал, острые вещи говорить надо. Дипломатический язык, он, конечно, симпатичен, но не всегда понятен общественности и обычным людям, волеизъявление которых нам позволило сегодня находиться здесь, с вами. Я имею в виду абхазскую сторону. Поэтому с этой историей нужно каким-то образом ее завершать. Если мы союзники, если мы стратегические партнеры, это налагает на нас определенные обязательства. Конечно, не бывает без шероховатостей. Конечно, бывает так, что некоторые, знаете, даже хорошие идеи порой превращаются в не очень симпатичные в результате нерадивых действий исполнителей. Такое тоже может быть. И мы иногда с такими вещами сталкиваемся. Но это никак нельзя проецировать в целом на государственный институт или в целом на государство. Почему я так говорю об этом? Потому что это, вот вы сказали, министр сказал, что высокая точка наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Да, она, конечно, высокая. Она должна быть еще выше, потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса. Абхазский этнос может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства. А строительство государства – это не только наша с вами воля, это еще и поддержка Российской Федерации. По-другому этот проект не функционирует и не будет функционировать. Я бы хотел, чтобы следующий разговор был такой. А какие интересы у российского государства в Абхазии? Они могут быть? Могут быть. А для нас они приемлемы или нет? Давайте мы в этом ключе подискутируем. А я знаю, что они есть, и они приемлемы, более того, направлены в большей степени на обеспечение интересов нашего населения. Вот такой анализ нужен в наших взаимоотношениях. У нас же не 186 стран, которые нас признали, и по каждому из них, чтобы там это анализ какой-то делать. У нас один единственный стратегический партнер. Член Совета Безопасности, ядерная держава. Это государство, в составе которого мы когда-то были, причем добровольно входили. У нас огромное количество смешанных браков. Мы все свои совещания, или 99% своих совещаний проводим на русском языке. Наша экономика – это рублевая зона. Ну, не говоря уже о поддержке финансовой и так далее. При этом, конечно, мы сохраняем свой суверенитет, сохраняем свою культуру, свои обычаи. Я бы хотел, знаете как, буду говорить простым языком, дружба требует ухода. Вот как цветок такой нежный. Дружить надо уметь. Дружба носит исключительно взаимный характер.
ее надо поливать водичкой. Там, иногда может быть не только водичкой, а и хорошим вином. Как-то вот так вот. Мы, люди моего поколения, я думаю, это хорошо себе понимают. Но, к сожалению, идет обработка. Вот, конечно, демократия это хорошо, но демократия это же не только свобода, это еще и ответственность. Наши институты не всегда готовы это оценить должным образом. В нашем случае демократия порой выливается в очень безответственные действия, безнаказанные действия. И тому примеров очень много. Информационное пространство, которое нельзя назвать симпатичным. Вот цифры, которые вы сейчас приводили, экономического роста, да, показатели и так далее. Там пару цифр вы назвали, помощь, но при этом вы не учли, что с 2006 года сюда приходят деньги для тех, кто проживает в Абхазии, пенсионеров. И эта сумма тоже примерно 3,5 миллиарда рублей в год. Посчитайте на 15-16 лет, вы получите еще столько же. Эти же деньги приходят к нашим гражданам. Это как раз тот случай, когда человек и гражданин Абхазии, и гражданин России, и эту пенсию получает. У нас 6 тысяч семей было до недавних пор, которые жили только на эту пенсию. А абхазская пенсия это 2000 рублей, не более того. Это возможности нашей экономики. А вот вы назвали там 3000 рабочих мест за 15 лет. Это мало, это ни в какие ворота не лезет. А создание одного рабочего места, в зависимости от отрасли, это 5-7-8 миллионов рублей. А посмотрим, я тут как-то выступил, говорил об этом, мне сказали, что это неправильно, вы считаете. Ну как это так? 140 тысяч трудоспособного населения. Официально работает 42 тысячи. Примерно знаем, что 30 тысяч самозанятых. Вот оставшиеся 70 тысяч человек, они не работают. Как их можно назвать? Видите, какая-то методика расчетов есть. Но из этих 70 тысяч, пусть будет процентов 15 профессиональных тунеядцев, которые ничего не хотят делать. А остальные люди, которые утром встают, папа встает, отец семейства, физически крепкий, не знает, чем занять себя целый день, как прокормить детей, с чем домой прийти. Вот и идут оттуда проблемы от неустроенных. А как развивать экономику? Вкладывать в нее два пути. Государственные инвестиции или привлеченные частные инвестиции. В отношении государственных инвестиций картина понятна. Вещи же взаимосвязаны, их нет. Еще будем 15 лет работать такими темпами, создадим еще 3000 рабочих мест. И все. Это не решение вопроса. Нам нужна серьезная динамика в развитии экономики. И об этом глава государства говорит, о подходах говорит. Часть общественности это не воспринимает. Но взамен никто ничего дельное не предлагает. Разве присутствие русского человека, разве русский фактор, это не фактор безопасности в Абхазии? Разве должна состояться какая-то тяжелая картина, чтобы мы еще раз это оценили? На коротком историческом промежутке времени, который мы прошли, разве мы этот урок не усвоили, что русский человек это свой человек? И его бояться не надо. Кто-то не усвоил, кто-то разыгрывает эту карту, извне она вбрасывается. И тут еще такой фактор, как внутриполитическая борьба, прийти к власти любой ценой. Заблокировать решения властей с тем, чтобы не было развития, потом скажут плохо и так далее. Но я об этом не мог не сказать, потому что мы живем в таких условиях. Это часть нашей реальности. Но я уверен, я абсолютно уверен в том, что сняв те вопросы, которые до сих пор не сняты в наших межгосударственных отношениях, они, кстати, не такие сложные, в этом ничего сложного нет. Ну, например, один из вопросов,
это ратификация соглашения о взаимном признании решений судов. Ну что это? Это что, не полезная история, что ли? Она, если такой документ будет ратифицирован, да, это закроет дорогу некоторым мошенникам. Некоторым мошенникам, которые взяли деньги в банковских структурах, им придется за это заплатить. И мы, видите ли, на них ориентируемся, у них же могут отобрать. А сколько человек не получит эти деньги, пока не будет этого решения, которые пришли бы и развили бы какую-то свою экономическую историю. Как можно такой документ вообще, значит, во-первых, кто это обсуждает, и что они в качестве альтернативы, хотя эти нормы заложены у нас в Гражданском кодексе. И ряд еще таких вопросов. Говорят, там, руководство России, интерес руководства, они просят, говорят, уже 15 лет, а могут граждане России приобретать недвижимость в Абхазии? Ну, под разными предлогами говорим, да, они туда-сюда, не могут, как выяснилось. Ну, хорошо. Коммерческую недвижимость могут приобретать? Тоже апартаменты, что, не коммерческая недвижимость? Это коммерческая недвижимость. И это тоже, видите ли, у нас проходит с большими сложностями. Как-то это все очень плохо диссонирует с таким понятием, как братство и союз, если меня спросить. И Инал Батович, об этом президент должен говорить в последнюю очередь. Дипломатия должна быть продуктивной.